Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Курбангулы Бердымухамедов испытал новые спорткары в автоцентре МВД. Авиакомпания «Туркменистан» снизила цены на авиабилеты из Москвы в Ашхабад. Президент Туркменистана подписал постановление о сдаче объектов в городе Аркадак и другие новости. Новые спортивные автомобили, поступившие в распоряжение автоцентра Министерства внутренних дел Туркменистана, опробовал национальный лидер туркменского народа Курбангулы Бердымухамедов. Посетив автодром МВД, председатель Халк Маслахаты на одном из каров проехал несколько кругов по специализированной площадке, проверив технические характеристики и скоростной режим машины. Генеральный агент авиакомпании «Туркменистан» в России объявил о снижении цен на билеты из Москвы в Ашхабад. К примеру, совершить путешествие из Москвы до Ашхабада в марте можно от 24 313 рублей. Ранее в феврале билет продавали за 29 775 рублей в одну сторону. Авиабилеты на все рейсы авиакомпании «Туркменистан» можно приобрести на официальном сайте Генерального агентства в РФ, а также в агентских офисах продаж в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. Жители Туркменистана, желающие пройти стажировку в Академии Яндекса, могут принять участие в дистанционном отборе в летнюю школу российской компании. Летом текущего года российский IT-гигант запустит 4 школы для студентов и начинающих специалистов в рамках своей академии. Обучение в школе бесплатное, набор проходит на конкурсной основе. Заявку можно подать уже сейчас. Лучшие студенты смогут получить приглашение на стажировку или место в штате компании. Чтобы попасть в школу, нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор на основе тестового задания, которое будет отправлено 15 марта. Сами занятия начнутся в начале лета. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, разрешив соответствующим учреждениям, предприятиям и организациям, являющимися заказчиками, заключить дополнительные соглашения о сдаче объектов с полной готовностью к эксплуатации с благоустройством прилегающей территории в новом современном административном центре Ахалского вилаята. Документ принят в целях социально-экономического развития регионов, дальнейшего повышения уровня жизни населения, а также дальнейшего приумножения красоты архитектурно-градостроительного облика города Аркадак Ахалского вилаята. Авиакомпания «Туркменистан» продлила договор о наземном обслуживании с саудовской компанией Saudi Ground Services. Договор предполагает, что авиаперевозчик до 2028 года будет совершать полеты в международный аэропорт имени короля Абдул-Азиза и международный аэропорт имени принца Мохаммеда бин Абдул-Азиза. Китайский сервис коротких видео TikTok объявил, что ограничит просмотр видео для пользователей возрастной категории до 18 лет. Ограничение будет действовать таким образом, что после 60 минут просмотра потребуется ввести код доступа на устройстве, чтобы продолжить просмотр. Полностью отключить эту функцию можно будет только с согласия родителей. TikTok – это социальная сеть, в которой пользователи создают и просматривают короткие видео. Сервис принадлежит пекинской компании ByteDance. Нападающий сборной Португалии саудовского футбольного клуба Аль-Наср Криштиану Роналду встретился с мальчиком, потерявшим отца во время землетрясения в Сирии. Мальчик по имени Набиль Саид в соцсетях выразил желание встретиться со своим футбольным кумиром. Информация об этом дошла до самого Роналдо, и тот пригласил Саида на матч чемпионата Саудовской Аравии. После матча, завершившегося победой Аль-Насра, Роналдо подошел к мальчику и пообщался с ним. Туркменский футболист Кичи Руслан Мингазов, выступающий за гонконгский клуб Кичи, отметился 2 забитыми мячами в кубковом матче против команды Гонконга до 23 лет. Мингазов вышел на поле в стартовом составе своей команды и отметился точными ударами на 27-й и 65-й минутах. Встреча завершилась в пользу Кичи со счетом 4-0. УЕФА представил официальный мяч финала Лиги чемпионов в Стамбуле. Мяч выполнен в синих, белых и желтых цветах, а узоры на нем отдают дань культурному наследию Стамбула. Финал действующего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка 10 июня 2023 года. Прямые трансляции матчей турнира в Туркменистане можно посмотреть в эфирах телеканала Матч ТВ и тематических каналах холдинга. Киберспортивная команда из Туркменистана «Галканыш eSport» примет участие в региональном отборочном турнире чемпионата мира по Dota 2. «Галканыш» стала победителем национального отборочного турнира, где приняли участие 8 команд. Чемпионат мира пройдет в румынском городе Яссы с 24 августа по 4 сентября. Пользуясь случаем, поздравляю всех женщин с 8 марта. На сегодня это все. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркмен-портал – ваш самый надежный источник новостей.